Эфир нашего канала продолжает брифинг о работе пункта отбора на военную службу по контракту. Предлагаем послушать. Пункт отбора на военную службу по контракту 3-го разряда город Якутск приглашает граждан вступить в ряды защитников Родины. Защищать Родину – одна из самых главных, почетных и мужественных профессий. Наша страна всегда гордилась своими воинами и защитниками. Испокон веков ни один враг не смог сломить и победить нашу Родину. Всегда на ее защиту вставали мужественные и доблестные сыны Отчизны. Отечество, в свою очередь, заботится о своих защитниках. Всем необходимым для выполнения боевых задач военнослужащих обеспечивает Министерство обороны. А ежемесячное денежное довольствие в зоне проведения специальной военной операции может достигать 400 тысяч рублей. После заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации выплачивается единовременная денежная выплата от 1 миллиона 400 тысяч рублей, из которых 400 тысяч рублей от Министерства обороны Российской Федерации, 900 тысяч рублей от Республики Саха-Якутия и 100 тысяч рублей от городского округа город Якутск. Получить полезную профессию и встать в один строй с патриотами легко. Подробную информацию можно узнать в пункте отбора на военную службу по контракту по адресу город Якутск, улица Чапалова, дом 23, в любое удобное для вас время. А также проконсультироваться можно по телефонам 8 411 232 10 40 или 8 924 166 13 93. Круглосуточно. Больше информации на сайте службы по контракту 14.рф. Далее блок новостей в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах к этому часу. Обеспечение теплоснабжением социальных учреждений и жителей. В небольшом ямиконском селе Берекюрдя отметили запуск новой котельной «Полюс». В Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского района 41 житель получили ключи от новых квартир. Искусство ювелирного дела не только ремесло, но и философия. В Якутске начала работу выставка «Лучшие ювелирные украшения». В небольшом ямиконском селе Берекюрдя отметили запуск новой котельной «Полюс». Объект обеспечит центральным теплоснабжением 7 муниципальных учреждений и более 200 жителей села, ранее отапливавших свои дома печами. Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет около 4,5 километров. Теплоэнергию вырабатывают 3 котла. Котлы изготовлены Якутским котловым заводом, что значительно упрощает в дальнейшем проведение плановых профилактических и при необходимости ремонтных работ. Планы и идеи были разработаны еще 3 года назад. Шел подготовительный этап, подготавливались администрация и мы. Были предусмотрены средства в инвестиционной программе. И на сегодняшний день строительство и монтаж занял короткий период летний. Все было организовано и сегодня котельная введена в эксплуатацию. Сейчас большая часть поселка подключена к котельной. И остается еще 10 домов. Котельная способна выдать всю необходимую тепловую мощность, и все жители поселка будут получать тепло централизованно. В Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского района 41 житель получили ключи от новых квартир в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Каркасно-монолитный пятиэтажный 40-квартирный дом ввела в эксплуатацию компания «Дайкири». Дом полностью готов и обустроен для комфортного проживания. Также в доме уложен теплый пол. Отмечается, что в Мегино-Кангаласском районе активно идет строительство многоквартирных домов по федеральным и республиканским программам. В этом году у нас по программе переселения из ветхого аварийного жилья в поселке Нижний Бестях мы вручаем квартиры, получили больше 50 жителей. В следующем году у нас еще осталось больше 80 жителей заселить. В этом году начали строительство 117-квартирного дома. Забили сваи, и строительство начнется следующего года. И очень надеемся, через 2 года мы вообще по поселку освободиться от ветхого аварийного жилья. В первый раз в Алекминском районе прошла ярмарка профессий для участников СВО и их семей. В ходе проведения завязался доверительный разговор, который поможет организовать следующее мероприятие более продуктивно. С подробностями Елена Фаст. Опыт первой ярмарки вакансий для участников СВО и их семей показал, надо усилить работу и в первую очередь доступнее подавать информацию. Понимаю, вот мы молодые, а вот есть же старики, которые вот контракт подписывают 65 лет, 67 лет, люди бегают там вот серьезно.
И вот матеря, которые даже телефон сенсорный-то никогда в жизни не видели. Надо как-то, чтобы администрация работала. Сельской администрации. Чтобы доносили до каждого. Да, и волонтеры еще. Как выяснилось, многие просто не знали, что будет проходить такое мероприятие. Наша цель – обеспечить их достойной работой и помочь адаптироваться мирной жизни. В нашем проекте сегодня участвуют различные работодатели, готовые предложить широкий спектр вакансий, соответствующие их навыкам и опыту. Само мероприятие востребовано как возвращающимся ребятам, так и их семьям. Это очень будет полезно, так как им надо будет трудоустроиться, пройти реабилитацию. И ярмарка, получается, даст понять, какие у них есть возможности, работа. Постоянно нужно. Что-то я думал, будет больше людей. Что-то никого нет. Обычно говорят, что с Родокнинска много народу ушло. И вот люди не пришли. Сейчас Олег адаптируется к жизни мирной. Своим долгом считает помощь семьям. Я же говорил насчет женщин, матерей. Вот они то там, то тут, то здесь работают. И вот они, вот надо как-то им помочь. Это деревенская жизнь, и она одна осталась. И нужно помочь. И помочь не временно, а именно вот с С трудоустройством. трудоустройством постоянным, чтобы не было такого, чтобы я сегодня буду корову доить, молоко продавать, завтра я буду яйца в город везти и его продавать. Надо помочь. Судя по обращениям, трудоустройство в приоритете у многих. Ребята, которые приезжают в отпуск, они больше хотят быть семьей. Больше семьей. Ну, конечно же, к нам они обязательно обращаются за той или иной мерой поддержки. Все равно есть такие. Но по трудоустройству это, конечно же, семьи. В основном семьи. Вот они идут у нас. Елена Фаст, Максим Копылов, Алехминск. В преддверии декады Олонхо Верхневилюйская детская школа искусств готовится к показу спектакля Олонхо по проекту Центра народного творчества. За основу взяли эпос Олонхо Федота Тимофеева «Тюмень, Тюрей, Бухатыр». Сценарий написал Бурхалей Макаров. Участие принимают около 100 учеников школы искусств из Верхневилюйского, Намского и Кентинского наслегов. Для многих детей это будет первый опыт. Идет подготовка реквизитов, бутафории и костюмов. Отмечается, что каждый образ своим видом рассказывает характер и убеждения персонажа. Все это делается для детей, чтобы они выступали хорошо, и костюмы сделали так, чтобы поярче, покрасивее, чтобы было, да. Олонхо – это не только шедевр, да, оно должно быть для детей шедевром. Они почувствовали, что это для нас, оказывается, для детей тоже. Сегодня оделись дети, да, и им было очень весело, по-моему, и они тоже волнуются. И чтобы детям было хорошо, костюмы надо делать так, чтобы им понравилось. Искусство ювелирного дела не только ремесло, но и философия, отражающая внутреннюю красоту и неповторимость человеческой души. В целях поддержки якутских ювелиров в Якутии ежегодно проводится выставка «Лучшие ювелирные украшения». В этом году представлены как работы именитых мастеров, так и молодых ювелиров. Помимо этого, свои дипломные работы развернули выпускники и студенты старших курсов учебных заведений столицы республики. В экспозиции выставки много украшений в национальном стиле, которые выполнены из различных металлов, бивня мамонта, конского волоса и необработанных алмазов. Увидеть воочию работы можно до 29 ноября. Выставка уникальна тем, что ежегодно она меняется, да, то есть нету повторяющихся изделий. В этом году принимают участие 21 участник, а всего представлено 74 новых изделия. То есть это эксклюзивные изделия, которые мы можем увидеть только на данной выставке. Да? Поэтому обязательно при возможности тем, кто увлекается ювелирным мастерством, да, ювелирным делом или даже просто для хорошего проведения времени с семьей, можно посетить данную выставку. Тем временем во Владивостоке произошло радостное событие. Родился второй детеныш белухи. Отмечается, что это уже третий случай, зафиксированный в России. Подробности расскажет Лиана Михайлова.
В Приморском океанариуме произошло довольно редкое событие, а именно рождение белухи в условиях неволи. Специалисты прежде всего связывают это событие с созданием комфортных условий, максимально приближенных к естественной среде обитания. Первый детеныш белухи Калина появилась на свет 3 года назад, а в этом году, 13 мая, родилась еще одна девочка, получившая имя Дея. В настоящее время за мамой малыша Джессика и ее детенышем ведется тщательное наблюдение и уход. У нас диспансеризация у животных проводится ежемесячно. Было понятно, что изменился прогестерон. Это гормон, который говорит о том, что животное ждет детеныша. И сразу подключились ветеринары с профилактикой. Это, конечно, витамины, это особенная диета для мамочки и, конечно же, УЗИ. Беременность велась с самого первого момента, когда мы обнаружили, что уже произошли изменения в гормональном фоне по анализам крови. Ну и беременность вели, ожидали детеныша. По словам Антона, первым беременность белухи Джессики стали подозревать ее тренеры. Вторые роды у нее прошли проще и быстрее. Малышка Дея активно развивается, набирает вес и уже в несколько раз увеличилась в размерах. Сейчас у нее проходит вторая линька, и цвет ее кожи постепенно светлеет. Тренер играет основную роль, в принципе, в социализации животного. Вот. Соответственно, с самого рождения, сначала это бессонные ночи, когда наш тренерский состав здесь находится и следит за каждым кормлением, за каждым передвижением, телодвижением, не дай бог, там что-то произойдет и так далее. Да? Далее просто потом, впоследствии до полугода, то есть максимально мы пытаемся как-то маленькими шажочками приблизиться к взаимодействию с животным. Да? В полгода мы начинаем уже, вот сейчас нам полгода, мы начинаем плавно уже вводить какие-то тренировочные моменты в виде игры, потому что это ребенок. Пытаемся добавлять уже смешанное кормление, если так можно сказать, то есть добавляем рыбку. Сейчас Джессика со своими детенышами находится в отдельном бассейне. Она будет кормить дочку молоком примерно до 2 лет. По словам сотрудников, малышка в будущем будет участвовать в представлениях и начнет тренировочный процесс. Лиана Михайлова, Владивосток. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Обзор новостей мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.